Сёння мы пагаворым пра любоў. Пра любоў да Европы і да саміх сябе. Куды ідзе Европа і куды хацела б ісці Беларусь ды іншыя посткамуністычныя краіны. Это ў сённяшняй зоне свабоды мы будзем абмяркоўваць з маімі калегамі, экспертамі ў народнай любові. Вікторыя Калеснік з малдоўскай службы «Радыё Свабода», мой калега з беларускай службы Ян Максімюк і мой калега Ярослав Шымов з расійскай службы «Радыё Свабода». Таксама ў сённяшняй праграме. Што вам найбольш падабаецца, а што не падабаецца у сучаснай Европе? Адказваюць мінакі на вуліцах сталіцаў Беларусі, Украины, Молдовы и России. В современной Европе мне ничего не нравится. Я ведаю больше плюсов, чем минусов. Наверное, миграционная политика не особо нравится в Европе. Мне нравится так называемое слово «толерантность», а нравится культура. Голас свабоды. Пра еўрапейскую лексіку гэтага месяца гаворыць Вінцук Вячорка. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні. Калі Еўропа гэта сімвол, дык Парыж адзін з сімваляў Европы. Месяц таму гэтыя кадры прыкавалі ўвагу гледачоў ва ўсім свеце. Гарыць Нотр-Дам. Увага, жах, абурэнне, спачуванне французскаму народу выказвалі ва ўсім свеце. Ну і вось, калегі, маё першае пытанне. Скажыце, а была такая реакция у ваших краинах, вось у Молдове? Трудно сказать, как отреагировало общество в Молдове, потому что каждый из нас живет в своем медиа-бабл, в своем ограниченном информационном пространстве. Но из того, что я заметила, люди считают этот пожар важным событием, потерей исторического памятника. Вот в Фейсбуке и в Инстаграме я видела, что люди делились личными фотографиями с собором в знак солидарности с французским народом. То есть закрануло их все ж таки, да? Я думаю, что да. Я думаю, что они не считают, что это чем-то своим, но, безусловно, считают Нотр-Дам ценным. Ярослав, конечно, российских туристов в Париже можно сустрэць в любой час года, и во все, видать, десятигоддзі были. Як в России пожар Нотр-Дама, як он отозвался? Ну, вы знаете, отозвался он достаточно громко, если судить по реакции в СМИ, в социальных сетях. Для меня это было как бы психологическим доказательством того, что, ну, в общем, значительная часть российского общества, вне зависимости от того, какие сейчас отношения у официальной, скажем так, России с европейскими странами, с Западом в целом, она себя ощущает, ну, культурно, по крайней мере, европейской. То есть, если бы, не дай бог, я не знаю, сгорел какой-то выдающийся культурный памятник, не знаю, в Китае или в Индии, упаси Боже, не знаю, Тадж-Махал. Ну, я думаю, такого как бы пожалели, конечно, да, великая вещь, красивое сооружение, великий памятник, но вот такой личной причастности не было бы. Ну и в то же время были такие несколько, на мой взгляд, и истерические немножко реакции, когда этот пожар толковался не как бедствие, которое, к сожалению, случается, а в каких-то таких мрачных символических тонах, признак некоего заката Европы и так далее и тому подобное. Ну, вот там звучали эти такие подтона, которые мы уже видели в опросе, что вот Европа на закате, Европа в упадке, и вот этот пожар Нотр-Дам, это... Але вот, Ярослав, то, что вы говорите, это все-таки не злорадство, да? Это такое иншее нечто. Ну, откровенного злорадства я не встречал. Встречал какие-то такие шутки иногда, но направленные скорее на самих себя, вроде какой-то шуточной фотографии, не шуточной фотографии, а фотографии какого-то российского провинциального города, ну, видимо, не самого удачного ракурса или не самый удачный его, так сказать, не самый красивый квартал, и подпись «Когда ты живешь в Барнауле, но тебя очень беспокоит судьба французского собора». То есть, вот это вельмі цікаве, то, что да. вы говорите, бо насамрэч она все-таки сведчыць про эмоцыйны контакт, які вот проявляется, неважно, з яким знаком. Яна, а у Беларуси як это выглядало? Ну, в Беларуси, як бы, скажем, я мяркую по беларускай реакции, конечно, про социальные сетки, перш за все, про Facebook, про Instagram.
Это была процьма, як бы, скажем, таких каментараў, якія выказвалі спачуванне, якія выказвалі жах і так далей. Нават былі галасы, я думаю, здзіўлення, ці як іх назваць, якія казалі, каб беларусы хаця б, скажем, напалову так пераймаліся лёсам сваіх духоўных каштоўнасцяў. Наогул гаварылі пра Нотр-Дам і выказвалі спачуванні людзі, якія хутчэй за ўсё у Парыжы не былі, там, скажем, гэтага Нотр-Даму не бачылі, але для іх гэты сабор, гэта культурны сімвал Еўропы, магчыма, увекавечаны аднайменным раманам. Але таксама вот пра культурны аспект вы хутчэй говорите. За ўсё пра культурны аспект менавіта. І як я кажу, і тут адразу, як бы, скажем, была гэтая горкая рэфлексія, а як жа мы, беларусы, ставімся да сваіх культурных сімваляў, да сваіх культурных. Ведаеце, то, што вы кажаце, это, відаць, самы і пазітыўны магчымы погляд на нешта. Паглядзець на нешта і перанесці на себя. Это і ёсць узаемадзеянне, верагодна, з еўрапейскай. Я думаю, так. Гэта, як бы, скажем, такі пры нагодзе гэтага і урок, скажем, для беларусаў. Травень вельмі еўрапейскі месяц. Вот адзначаецца чарговая гадавіна заканчэння Другой сусветнай вайны ў Европе, калі і пачалася сучасная гісторыя новай Европы. Спаўняецца 10 гадоў еўрапейскаму партнерству, усходняму партнерству. Вось неўзабаве пройдуць выбары ў Еўрапарламент. І вось я узгадаў гутарку з адным сваім сябрам яшчэ студэнцкіх гадоў, які мне сказаў, як добра, што ёсць вот Европа, што ёсць захад, бо калі б не было, мы бы не ведалі, што вот можна іначай. Не ведалі, што можна слухаць там іншую музыку, можна джинсы носіць, можна Орвела чытаць. Наколькі, па-вашаму, Европа як ідэал, як мэта, як сімвал застаецца актуальнай сёння у посткамуністычным уже свеце в наших краинах, вот у Молдове? Я помню, что вот в советское время мои родители, мои родственники рассказывали, Европа для них не была кристаллизованным понятием. Европейские социалистические страны, они там ценились за их качественную продукцию. Западноевропейские были капиталистическими, а капитализм был, считался при Советском Союзе плохим строем. И советские люди не имели возможность пойти и сами увидеть, как там европейцы живут. Сейчас действительно для Молдовы Европа является местом, где очень высокий уровень жизни, где защита человеческих прав. Это место, где закон стоит во главе стола. То есть застается идеалом все-таки? Для половины молдаван, те, которые хотят, чтобы Молдова присоединилась к Европейскому Союзу, Европа является... Давайте я больше конкретно скажу. Для молоди. Для молодежи это место, где можно получить очень высокое качественное образование, место, где можно найти работу, которая обеспечит достойную жизнь. То есть притягивание. Вот калі б тое ж самае пытанне, Ярослав, я вам задав, але менавіта пра моладзь. Людзі, якія зараз яшчэ вучацца, скажем, студэнцкая моладзь, яшчэ зменшым. Столицы, периферия, что для их Европа? Ну, я думаю, что Европа – это по-прежнему место весьма привлекательное и в плане уровня жизни, и в плане каком-то культурном. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот если говорить, допустим, о России, о крупных ее городах, о Москве, о Питере и некоторых других, то там, по моим наблюдениям, вот это отношение восхищенный взгляд снизу вверх, оно и у молодежи уже сильно изменилось. В том смысле, что какие-то сугубо такие потребительские вещи, стиль жизни, я не знаю, модные бары, хорошие кинотеатры и так далее и тому подобное, это все есть уже и там. То есть вот такого ощущения именно снизу вверх его нет. Есть что ощущение... теперь вверху? Америка, своя великая история? Это сложно. Сейчас такой период, когда, с одной стороны, конечно, и та же молодежь подвергается промытию мозгов, хотя она меньше смотрит телевизор, чем старшее поколение, к счастью. Но, тем не менее, интернет тоже штука, на самом деле, обоюдоострая. Поэтому идеалы каждый ищет, по-разному. Конечно, Европа ассоциируется у многих людей, в первую очередь у молодых, со свободой, которая в России, естественно, сейчас, мягко говоря, с ней проблемы. В этом смысле некие идеалы Европа олицетворяет. То есть произошло, может быть, вот такое из идеализации Европы как место, где хорошо кормят, в скорее идеализацию Европы как место, где вольно дышится.
Это вельмі важна і вельмі дакладна сфармуляваная адлегласць, выдатна. Але давайте вот паглядзім, вернемся да Беларусі. Што думаюць мінакі у Менску, што ім найбольш падабаецца, што не ў сучаснай Европе? Знаете, я нигде не была, но, наверное, бы и не поехала никуда. Как бы оно бы, может, и хотелось бы посмотреть. Но оторваться от нас как-то не могу. Настроение людей, сервис, обслуживание, медицина. Ну, а потом, наверное, что еще? Общение. Очень радостные люди. В основном историческое, то, что сохранено, не более того. Люди, в общем-то, как везде, одинаковые и так далее, общительные, если с ними умеешь общаться. А так, в общем-то, еда, ну, она везде разнообразная, так что кому как нравится. Мне не сподобалось, что вся французская колония, Африка, вся переехала во Францию. И эти люди, они не ассимилируются, не проникаются в культуру, они приносят свое, и, как правило, эти районы очень, ну, я сама там жила на краю такого района, там очень грязно, и, ну, нет такой культуры, вот, мне это жаль. Ян, ось як ваш асабісты досвід? Все ж таки нарадзіліся, жылі в Польшы, зараз в Чехії, стасуецца з тым, што людзі гавораць на менскіх вуліцах. Для этого пакалення, што Европа, людзі всюду аднолькава з аднаго боку, а з другого нешта нам там не падабаецца. Ну, я чакаў, ці сярод апытаных беларусаў будзе выказванне пра імігрантаў. І яно тут з'явілася. Это жанчына, на самой канцы, яна гаварыла менавіта, што ёй эмігранты тыя, якія панаехалі з Афрыкі, ёй не падабаюцца, там гразна і так далей. І так далей. Я думаю, у сучаснай Польшчы, як бы, скажем, таксама адносіны да эмігрантаў не надта прыязныя. Вось это тое, у Европе, што, як бы, скажем, гэтую малодшую Европу, такую як Польшча, як Чэхія, як краіны ўсходняй Европы, як Беларусь, моцна кранае, і людзі, як бы, да гэтага, фактычна да гэтай трыяды культура, матэрыяльная заможнасць і свабода, свабода для іх, як бы, скажем, адчуваецца і разумеецца па-рознаму, скажем, бо тое, што нема вайны, тое, што, скажем, заможнасць, як бы, скажем, людзі ўсе больш-менш адчуваюць на свеце аднолькава. А вось свабода, яна разумеецца па-рознаму. Між іншым, свабода перамяшчэння, свабода, як бы, скажем, што для сябе, калі мы перамяшчаемся нармальна, а вот для іншых культурна іншых, это уже не праблема. Так, я думаю, якраз вось гэты пастулят свабоды такой еўрапейскай, ён яшчэ нашымі краінамі, там, дзе мы нарадзіліся, там, дзе мы жылі, ён да канца не засвоены і не прадуманы. Виктория, скажите, калі у вас стали шенгенскія візы в Молдове? Колькі гадоў? 4 года назад. 4 года назад. За 4 Почти гады, даже 5. амаль 5 гадоў. Молдаване першыя атрымалі сярод постсавецкіх краінаў бязвізавы рэжым. Вось як это паўплывала на іх успрыманне Европы? Вот давайте то же самое апытанне на вуліцах, на этот раз в Кишиневе. Мне нравится, что там соблюдаются законы, что там закон есть закон, не так, как у нас. Наверное, свобода и либерализм. Пожалуй, это соблюдение прав человека. Последнее, где я была в Париже. Мне там не понравилось, как сказать, чтобы никого не обидеть. Пришедшие люди, которые расовые, вот, черненькие вот эти. Они пришли, они там такой бардак делают, там это просто капец, кошмарно просто. У них порядок всегда, чистота, дороги, как дороги. А что не нравится? Мне нравится много голубых. Это не наш стиль Молдовы. Ну, возможно, уровень жизни лучше. Воспитание, да. И воспитание, и, соответственно, вот просто отношение людей к людям. И если бы они приезжали оттуда, с Евросоюза, там, где люди работают, и прививали здесь ту культуру, которую они там приобретают, то, соответственно, наверное, мы бы тоже жили неплохо. А что вам не нравится? Они положительно относятся к людям нетрадиционной ориентации. Для меня это вообще неприемлемо. Они это пропагандируют. Вот это вот категорически нет.
то, что не нравится. А все остальное, в принципе, нормально. Не, в современной Европе. В современной Европе мне ничего не нравится. Почему? Ну, потому что мне нравится цивилизованная Европа, а не современная Европа. Мнение, что за забором трава зеленее. Знаете такое высказывание? Вот и на самом деле она зеленее получается. Хотя вот здесь тоже очень зеленая трава перед парламентом. Ярослав, что вы незвычайное для себя почули в Кишиневе? Да я бы не сказал, что это что-то необычное, потому что, на мой взгляд, это такой очень типичный спектр постсоветских мнений людей из постсоветских стран. Я такого рода высказывания и в Беларуси слышал, и в России. И, в общем, на самом деле, да, вот хорошие законы, чисто, там, где нет мигрантов, но вот люди не такой, в кавычках, ориентации раздражают. Это очень типичные все высказывания, то есть это лишь подтверждение вот этой палітры мнений. А вот Ярослав прапановаў одного з удзельнікаў. Няхай яны приедут у нас, будут працаваць, мы навучимся, и мы станем такими. Ну, як стать такими? Ну, во-первых, на самом деле, мне кажется, что не нужно. Это, честно говоря, чистой воды такое постколониальное мышление. Вернее, не постколониальное, а наоборот колониальное. Вот придет какой-то умный господин издалека и научит, как надо жить. Вообще-то нужно жить, на мой взгляд, своим умом. Смотреть на то, что подходит из чужого опыта, но мне кажется, тут не стоит надеяться на то, что вот придет какая-то оккупационная администрация, извините за выражение, и наведет порядок. Если люди не хотят сами жить по закону, то извне им этот закон никто не принесет и не насадит. А, Виктория, ну, в Молдове зараз есть и проевропейские, да, партии, и есть больше пророссийские партии. Зараз кто кируе, кто во власти? Сейчас процесс negotiation. Ну, ведут домовы между собой? Потому что у нас были вот в конце февраля выборы, и еще... Урад не сформированы, да? Да. Да это людей, але головная спречка поміж этими двумя боками, да? Да, но Европа все-таки парламент и Россия. Или партия, которая была демократическая партия при власти, она считает себя проевропейской. Але вось гэтая вот моцная проевропейская нота гучыць и российская гучыць. Але вось давайте зноў послухаем голос народу. И на этот раз мы звернемся до краіны, якая не прадстаўлена у нас сегодня тут за круглым столом, бо в пэўным сэнсе трыумфам еўрапейскіх, ці можна сказаць, сусветных, універсальных, дэмакратычных каштоўнасцяў сталі вось недавно украінскія выборы. Украіна заявила про свой еўрапейскі выбор уже некалькі гадоў назад і пацвердзіла яго зноў. Магчыма, найбольш за іншыя краіны ўсходняга партнерства яна скарысталася выгодамі ад бязвіза да салідарнай падтрымкі у супрацьстаянні з Расіяй. Вось давайте послухаем, что подобается, что не подобается у сучасної Європі мінакам у Києві. Мені в Європі подобається те, що діють принципи права, принципи закону, і є таке відчуття невідворотності, скажімо, покарання за порушення цього закону. От саме це зумовлює певним чином таку дисципліну людей, порядок. Ну, таких для себе мінусів я не знайшов. Багато сміття. Чисто, прибрано, люди не мають такого стресу, як в нас перебувають в інформаційному полі. Відношення до пам'яток архітектури, відкритість людей, доглянутість зон загального користування, ну в цілому дотримання порядку. Це мені персонально імпонує. Ну, может быть, там что-то есть такое, что не по нашему менталитету. Ну, может, оно умнее, чем наш менталитет. Напевно, відношення до своєї країни, до мови, державності і, напевно, ще, більш за все, культура поведінки. А було те, що вам не подобається? Я ще в таких країнах не була. Звісно, є деякі мінуси, яких я зараз не можу назвати, тому що це спонтанне питання, але, я ведаю більше плюсів, ніж мінусів. Плюси, які ми приймаємо, наприклад, там, про екологію, про равність, так само велика свобода. Ось.
Это нам не хапает, мне не хапает. Наверное, міграційна політика не особо нравится в Європі. Що мені найбільше сподобалось, то що там дуже багато людей різних національностей, і вони всі разом існують. І я знаю, що у них взагалі-то виникають конфлікти з цього приводу, але це все рівно дуже сильно впливає на культурний фон. Я не можу назвати нічого, що мені не сподобалось. Ян, ви здивлені чим-небудь? Ці це люди говорили про самих себе, а не про Європу? Я здзіўлены тым, што яны фактычна не акцэнтавалі таго, што было ў папярэдніх двух апытаннях у Кішынёве і ў Мінску, не гаварылі наогул пра мігрантаў так моцна супроць. І я разумею, чаму. Я вам раскажу такую караценькую гісторыю са свайго досведу. Гадоў 15-16 таму я быў у Балоніі. Это была нядзеля ранкам. Я там, скажем, як турыст быў, выйшаў я на вуліцу і раптам іду і не веру вушам. Уся вуліца гаворыць па-украінску. Што такое? Паўночная Італія, Балонія, скажем, і ўсе тым. А гэта тыя украінскія мігранты, якія з заходняй Украіны паехалі, скажем, там зарабляць грошы. Жанчыны, перш за ўсё, якраз выйшлі з нейкай царквы, там, ці з касцёла уніяцкага, не ведаю. Яны ў парках сядзялі, распіваюць віно, і все гавораць па-украінску. Я думаю, украінцы, як мабільная нацыя, яны больш за малдаванаў, больш за беларусаў паехалі в Еўропу, як бы, скажем, яны самі разумелі, што яны былі ў ролі мігрантаў, і яны, як бы, скажем, ужо тую міграцыйную палітыку Еўропы глядзяць крышку іначай, чымсьці ў Мінску альбо ў Кішынёве. Ярослав, ось гісторыя любві і нелюбві да Європи в Росії сягае ўглыб стагоддзяў, да? Ад Петра да славянафілаў і заходнікаў, от интернационала до железной заслоны. Але вось любовь все-таки это понятие не навуковое и нават не социологичное. Калі говорить про сённяшнія палітычныя эліты, про уладу, вот Россия погрожае выйсці з Рады Европы с комиссией о правах человека. Это канчатковый формальный развод? Ну, я бы не сказал. Этот процесс, он идет в формате политической игры довольно долго, уже не один год. Понятно, что это лишь одно из средств, которыми Кремль пытается надавить как-то свои интересы, так сказать, продавить через европейские институты. Это стиль нынешней, к сожалению, российской политики, которая считает, что силовые методы, вернее, методы, так сказать, демонстрации своей силы и непреклонности, они всегда самые лучшие. На самом деле, конечно, это не так. На самом деле, это далеко не всегда наиболее эффективно. Ну, сейчас такой период, понимаете, есть такое выражение: в России нужно жить долго. Оно означает, что на самом деле многие процессы, которые мы наблюдаем в какой-то конкретный период времени, они могут длиться долго, но иметь либо самый неожиданный результат, либо как-то наоборот раствориться. И история показывает, что в общем периоды случались разные во взаимоотношениях России и Европы, но по-настоящему без Европы Россия жила, совсем, если брать последние несколько столетий, совсем недолгий период времени. Разве что, там, не знаю, при ранних большевиках, да, там была достаточно сильная Ярослав, самоизоляция. апошнія 30 гадоў, які быў, па-вашаму, найбольш прадуктыўны, найлепшы перыяд? Тут очень сложно сказать, потому что смотря с чьей точки зрения. Если брать политические взаимоотношения, понятно, что в 90-х они были куда более теплыми, но, с другой стороны, в 90-х же закладывались основы тех перемен в обществе и того недовольства тем, что происходило тогда, которые в итоге привели и к возвышению Владимира Путина, и к тому, что его власть пользовалась, и во многом пользуется и до сих пор, достаточно большой поддержкой. То есть здесь сложно сказать. Иной вопрос, зачем Кремлю понадобился такой резкий разворот в сторону антизападничества, но это отдельная большая тема. Давайте зноў паслухаем голас народу. На гэты раз з Москвы. Што найбольш падабаецца, што не падабаецца у сучаснай Европе мінакам на московских улицах? Что не нравится? Например, взять тот же Париж. Столица Франции, какие-то исторические районы облагорожены, а чуть дальше от центра и становится вопрос даже безопасности. Безопасно ли там просто находиться? Нравится смешение консерватизма и либерализма, в отличие от Штатов и Азии. Потому что, в отличие от многих других регионов Земли, там как-то все сочетается и очень равномерно, рационально. Возможно, мне в Европе в последнее время не нравится то,
что некоторые либеральные ценности не позволяют европейским правительствам ограничить поток мигрантов именно до определенного уровня, чтобы, разумеется, как-то снизить пагубное влияние этих потоков миграции на европейское население. Да, наверное, когда ты приезжаешь туда как турист, нравится все. Ну, жить бы я не хотела. Я не очень толерантный человек, поэтому есть аспекты в Европе, которые мне не нравятся. Мне нравится так называемое слово «толерантность». А нравится культура. Уровень жизни населения, зарплаты высокие, работа. А по части морального, ну там считается то, что есть там права, свободы человека, но на самом деле Европа загнивает. Виктория, вот в Кишиневе сказали бы, что Европа загнивает? Я думаю, что нет. Я думаю, что мнение молдаван о Европейском Союзе и Европе довольно положительное. И это, я думаю, что очень важную роль сыграли то, что Молдова подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Так, как Украина вот теперь. Да. И либерализация визового режима, да, это сыграло важную роль. Потому что люди могут поехать, посетить страны, развить свой бизнес с европейскими партнерами, увидеть Ну, все вот это своими вот глазами. вельми важно, что каже Вікторія, тому що вона означає, що, в принципі, шмат що тут залежить і від самої Європи, як і вона діянічає. Ось праз 2 тижні пройдуть вибори в Європейський парламент. У Європейському парламенті 751 місце, і ось 5 прикладно процентів їм займають люди, які вельми скептично ставляться до об'єднаної Європи, до Єврозв'язу, до такої політики, яка проводилася останні 20 років. Ярослав, ось з пункту гледження євроскептиків, які їх головні претензії до тої Європи, як вона зараз розвивається? Що би із тих вокспопів, що ми чули, що би їх порадувало? Де супали? Ну, порадовали бы их антимигрантские настроения, безусловно, потому что критика миграционной политики... Я, кстати, не считаю, что она всегда не обоснована. Это сложный вопрос, тут нужно разбираться. Но да, евроскептические партии, националистические, для них это один из главных моментов. Например, в Италии это партия Лига, которая сейчас самая популярная, там у нее за 30% рейтинг, это национальное объединение во Франции и многие другие. Потом, что касается, ну, знаете, остальные моменты, ну, там немножко более касаются внутренних проблем Европы, потому что евроскептики, они против вот этой вот надстройки наднациональной, того, что называется брюссельской бюрократией. Они за то, чтобы больше вернулось политических решений на уровень национальных правительств, на уровень отдельных государств. Так что эти вещи постсоветскую, так сказать, аудиторию, они в меньшей мере затрагивают, потому что просто это важно для тех, кто в Европе живет. А вот антимигрантские настроения, да, это то, где, так сказать, эти множества пересекаются. Коли вот эти партии отримают значный голос у Европарламенте, что это может означать для новых постсоветских незалежных держав? Понимаете, тут очень важный момент. Многие из этих партий, так называемого правопопулистского спектра, у них очень хорошие отношения с Кремлем. Допустим, это австрийская партия «Свободы», у которой, например, есть официальное соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Это уже упомянутая мною Лига в Италии, это альтернатива для Германии, это национальное объединение, бывший Национальный фронт во Франции. Вот если говорить о постсоветских, так сказать, постсоветском пространстве, то там, наверное, вот это может иметь влияние, то есть усилится пророссийский, скажем так, блок в европейской политике. Я не считаю, что он усилится как-то совсем уж критично, но то, что представительство этих партий в новом Европарламенте возрастет, ну, я бы на это ставку сделал, если бы мне предложили, так сказать. Ну що ж, таким чином, жихарами цих країн, які не уваходять в Єврозв'яз, з'являються тільки сябрами Усходнього партнерства, варто сачити за європейськими виборами, ми про їх будемо розказувати. Коротке питання на розвітання. Що, по-вашому, який європейський урок, чи яке європейське слово, одно, ось можна було б взяти, яке найбільш важне для поспіху свободи у Молдові? Я думаю, что кризис мигрантов, который произошел 3 года назад, нас научило, что вот, уважение к человеческой жизни и право на достойную жизнь это фундаментальная ценность Европейского Союза. Я бы хотела, чтобы руководство Молдовы тоже гарантировало это право как универсальное.
Ян, а для Беларуси? Я думаю, для Беларуси самое важное – это все ж таки свобода палітычнага выбару, каб у Беларусі была магчымасць змены улады мірным дэмакратычным шляхам. Это тая еўрапейская ценнасць, якая ўжо 25 гадоў стаіць на парадку дня. Ярослава, тое ж самае пытанне. Якое еўрапейскае слово ці каштоўнасць найбольш, по-вашаму, важная для захавання свабоды ў России? Ну, сама свобода, как свобода личности, противопоставленная всевластию государства, и правовой порядок. Право, конечно, власть закона. А зараз, як заўсёды в нашай перадачы, слово дня. І хоць яно не звязанае цалкам са свабодай, з любов'ю ці з Европай, тым не менш нейкім чынам звязанае. Бо насамрэч сёння не слово дня, а слово месяца. І вось прадстаўляе яго Вінцук Вечорка. Адзіны з 12 месяцаў, якія ў беларускай мове, мае дзве раўналежныя назвы. Гэта акурат 5-й месяц году і 3-й месяц вясны. Як ён завецца ў сваім першым варыянце? Тут ужо менчукі не памыляюцца. Май точно совпадает с русским, это 100%. Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску. Ну, май, так и будет май, да. И 3-й месяц веснавы. Май, ён так і называецца. Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва май з паходжання лацінская і паходзіць хутчэй за ўсё ад імя багіні зямлі Маі, жонкі вулкана, таго, які ў грэцкай мове Гефест. У расейскай мове усе назвы месяцаў лацінскія, як ні парадаксальна, некалі іх настойліва укараняла праваслаўная царква, такім чынам змагаючыся з дахрысціянскімі завядзёнкамі і дахрысціянскім календаром. А вось беларускія імёны ўсіх астатніх месяцаў акурат вельмі старажытныя, і значэнне іх лёгка прачытваецца паводле іхнага гаспадарчага, калі можна так сказаць, значэння. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы? А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая? Нет, этого я не ведаю. Для мая мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май. Май. А як яшчэ май па-беларуску ведаеце? Травень. Не, так, травень. Ну, а гэта? Травень, наверное. А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску? Сакавік, красавік і травень. Жыве яно і ў гаворках, напрыклад, наўскідку ў Бярозаўскім раёне, а яшчэ ў 17 стагоддзі перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як травень Памва Бярында, чый слоўнік выйшаў тады ў Воршы. Дзеля аб'ектыўнасці скажам, што з лацінскай назвай месяца у нас супала іншае слова «май». Яно зусім інакшага паходжання, і яно азначае першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята Сёмуху альбо на Тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату». Это значыць упрыгожыць яе, ну, ці сцены, ці вокны, ці дзе-нідзе падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца у словаўтваральны рытм поруч са словамі чэрвень ці, скажам, верасень. А такое слово травень? Травень сустракалася, але... С украинской мовой. Да. Так. У меня ассоциация, а не с белорусской. Гэтае слово агульнае для дзвюх нашых моваў, але ў сучаснай украінскай літаратурнай мове нарматыўнае адзінае толькі травень. А ў расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца», і адсюль паходзяць пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя. Мадзець, марнавацца, знемагацца, нудзіцца. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні. У Беларусі травень дакладна самы еўрапейскі месяц. Вось новая Европа, пра якую мы сёння гаварылі з Вікторыяй Калеснік з Малдовы, з Янам Максімюком, з Ярославам Шымавым, маімі калегамі.
Не столькі геаграфічнае ці гістарычнае паняцце, колькі сістэма каштоўнасцяў, якія патрабуюць абароны, таксама як Нотр-Дам ад пажару, ад іншых нягодаў увесь час і паўсюль. Любовь трэба абараняць. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.